Здравствуйте, дорогие коллеги и уважаемые бьюти-эксперты компании Mary Kay. Меня зовут Мадина Саулебаева. Я в компании уже с 2011 года и на действующий момент, на сегодняшний момент я являюсь директором по продажам. Начинала я знакомство с продукцией Mary Kay с посещения мастер-класса, который провела у нас консультант на работе буквально в обеденный перерыв. И уже за это короткое время я поняла, что уходовые средства компании Mary Kay действительно очень комфортные, хорошо ложатся на кожу, и кожа чувствует себя просто замечательно. С этого у меня началась любовь к этой продукции, и я решила в 2011 году зарегистрироваться и стать консультантом для себя. Я долгое время брала эту продукцию для себя, пока полностью не изучила всю продукцию и не поняла, насколько она действенна, насколько она качественная. Я изучала те ролики, которые нам предоставляла компания, которые нам предоставляют сотрудники компании Mary Kay, о производстве, о ингредиентах, какой научный подход. Есть специальная лаборатория в компании Mary Kay, которая исследует, патентует свои разработки, и таким образом мы, девушки, пользуемся самой инновационной косметикой. В 2018 году я начала свою деятельность уже как менеджер по продажам и искала пути, как же мне продвигать свой бизнес. Так как у меня был большой такой опыт именно в работе в IT-сфере, то я, конечно же, в первую очередь хотела применять именно эти инструменты, эти платформы именно в интернете, продвигать свой бизнес. И вот когда начала выбирать инструменты и платформы для проведения онлайн-мастер-классов, тогда это было онлайн-мастер-классы, я остановилась на некоторых платформах, которые развивала, и одновременно, конечно же, я развивала свои соцсети. Обязательно Инстаграм, обязательно Фейсбук, открыла свой канал на Ютубе. И постепенно ко мне начали обращаться девушки, обращаться именно так же, как и я, так как я рассказывала свою историю, как стала бьюти-экспертом для себя, ко мне начали приходить именно такие же девушки, которые тоже хотели быть бьюти-экспертом для себя. Первое время я отправляла бьюти-боксы, собирала бьюти-боксы, по Астане развозила сама, а по Казахстану я уже отправляла Казпочтой. И вот за какое-то время у меня набрался такой пул моих клиентов, набиралась моя клиентская база, пополнялась. И, конечно же, я ее начинала собирать не просто в Excel-таблице, а именно в CRM-системе. Я очень была рада тому, что я нашла тот инструмент, который мне помог именно систематизировать, сегментировать эту клиентскую базу, потому что под каждый сегмент клиентской базы я отправляла определенную рассылку. И таким образом это было такое, знаете, персонализированное, да, отношение к каждому клиенту. В CRM-системе сохраняется вся история ваших взаимоотношений, то есть вплоть до того, какой продукт взяла, какого тона, какой там оттенок, по какой цене, какую вы скидку делали, какой подарок даже предоставили, да, даже на какой адрес вы отправили. И таким образом, когда человек, например, долгое время не обращается к вам, и через какое-то время, например, даже через год приходит к вам обратно за какой-то консультацией или помощью, то вы можете ей говорить, да, что вы тогда заказывали вот такой вот оттенок на тональной основе или такую вот помаду брали, как вам это. И у клиентов возникает такой, знаете, вау-эффект, потому что действительно это очень приятно любому человеку, когда о нем помнят, знают все нюансы того, что он покупал, куда вы привозили, какие подарки даже получал. Да? Вот поэтому здесь именно CRM-система мне очень помогла. И постепенно за счет YouTube-канала, за счет Instagram эта клиентская база у меня пополнялась. На сегодняшний день у меня порядка 1700 контактов, которые я сегментирую. В нем есть и бизнес-партнеры, есть клиенты для себя, есть клиенты, которые даже покупают, например, для кого-то в подарок.
И очень легко с этим общаться, потому что есть автоматизированные рассылки. То есть, например, даже когда человек обращается ко мне, например, на сайт, да, оставляет там форму, и если даже вас нет в тот момент, да, на онлайн-связи, отвечают роботы. Есть такие понятия, как роботы, триггеры, да, это уже относится, конечно, к понятиям автоматизации, но мне кажется, сейчас в настоящее время это все очень актуально. Мне кажется, сейчас уже, если хочешь развивать бизнес, то нужно именно с помощью таких инструментов и развивать свой бизнес. Сейчас там уже не нужно быть каким-то с профессиональным программистом или знать коды, писать какие-то на машинном языке какие-то программы. Нет, сейчас это все, знаете, такой визуальный конструктор, где вы строите свой сайт, строите свою базу, свои какие-то рассылки, e-mail, все это программируете, все это закладываете, и роботы сами, без ваших напоминаний, отправляют им поздравления на день рождения, отправляют какие-то напоминания, какие-то интересную информацию. Таким образом, вы просто вот от таких рутинных задач освобождаетесь. И работают эти роботы 24/7, 365 дней в году. Поэтому это такие хорошие помощники, когда вот нам компания предлагает, говорит, что нужно, если вы стали директором, нужно обязательно, чтобы у вас был ассистент. Так вот эти ассистенты, как раз вот эти роботы, эти триггеры, которые никогда не болеют, никогда не опаздывают, никогда не отпрашиваются, никогда не жалуются. Они работают четко в определенные вами, по определенному вами алгоритму. То есть как вы запрограммировали, как вы выстроили свою стратегию, так они у вас и работают. Это, конечно, вы заплатите за эту платформу какую-то часть денег, но это не столько, сколько люди платят, например, зарплату живым людям. И притом эти люди, как я уже говорила, могут, да, человеческий фактор никто не отменял, могут и заболеть, могут не выйти, могут просто уйти, например, да, на другую работу. Вот в этом случае CRM-система мне явилась таким большим подспорьем. И до сих пор я это направление развиваю, и думаю, что в дальнейшем я еще хочу тоже уже наладить свою онлайн-школу для своей команды, для своих будущих директоров, для того, чтобы передавать им свои знания, свой опыт, свою наработанную практику. И, конечно же, мечтаю стать старшим директором по продажам. Приглашение на мастер-классы можно отправлять через рассылки. То есть мы уже сегментируем свою клиентскую базу и определенному сегменту, допустим, там до 20 или от 25 до 45, мы, например, рассылаем, например, рассылку по TimeWise 3D. Другой сегмент, где пользуется Repair, девушкам отправляем другую рассылку. Таким образом, мы немножечко разделяем рассылки по тематике, и человек получает ту информацию, которая точечно подходит именно ему. Девушки, получив рассылки, приглашение на мастер-класс, они, конечно же, заполняют анкету, форму и оставляют о себе определенные данные, какой тип кожи, какого возраста она примерно, да, и, конечно, желательные какие-то там предпочтения, например, там, или цветотип свой могут написать, любой комментарий они могут оставить в анкете. И основываясь на этих данных, мы уже готовим определенный бьюти-бокс и отправляем им по адресу. Если это по городу Астане, это, конечно, я сама развожу, стараюсь, конечно же, первую встречу быть сама, познакомиться с девушкой лично, потому что мне кажется, что, конечно, автоматизация, все роботы, это, конечно, очень хорошо, но ничто не заменит живого общения. После того, как девушки получили свои бьюти-боксы, мы с ними связываемся, и уже я отправляю им по мессенджерам или по e-mail рассылке те сведения, ту информацию о содержимом бьюти-бокса, что там содержится, да, какие продукты, отправляю видео, уже заранее записанные, о строении кожи, о функциях кожи, чтобы девушка знала, как правильно пользоваться. Даже по массажным линиям есть у нас видео короткое, какие массажные линии, как правильно наносить
все косметические средства. Ну и, конечно же, о самом TimeWise или Арипе отправляем полностью видео от компании Mary Kay. Также в бьюти-боксе есть уже вложенная инструкция в бумажном варианте. И после этого, конечно же, девушки получают полное еще онлайн-сопровождение в мессенджере на протяжении всего того времени, пока они пользуются, тестируют эти продукты, я нахожусь с ними на онлайн-связи. И после этого обязательно, я думаю, что 9 из 10 точно начинают заказывать продукцию, а многие из них уже берут стартовый набор и становятся бьюти-экспертами для себя. Как девушки узнают о том, что у меня можно пройти онлайн-мастер-класс? Обычно я выкладываю видео, как только выходит новый каталог, я делаю подробный обзор, в котором я не просто рассказываю о продукции, да, которая там изображена, но и делюсь каким-то своими опытом из своей практики, да, что я вот этим, например, пользуюсь или вот этим продуктом пользуюсь. То есть обязательно должно быть какое-то такое видео, да, лучше записывать, наверное, чтобы рассказывать именно своим голосом из своей практики, своего личного опыта о том, как вы пользовались тем или иным продуктом. И это будет более ближе человеку, более доверительные отношения у вас будут складываться с вашей аудиторией. И вот у меня происходит именно так. У меня девушки, просмотрев мои видео, о каких-то акциях, о новинках именно от компании Mary Kay, они начинают заходить на мой сайт где-то и оставлять свои контакты. После этого уже они попадают на мой мастер-класс. Но обязательно нужно показывать свою экспертность. Даже если вы просто рассказываете о каталоге, вы все равно знаете больше, чем клиенты, чем будущие ваши бизнес-партнеры. Все равно у вас уже есть опыт, даже лично свой, а может быть и ваших клиентов, о котором можно поделиться именно в видеоформате. Можно такие видео выкладывать не обязательно в YouTube, может быть это будет рилсы или какие-то сторисы, да. Сейчас очень много форматов, поэтому если есть желание, есть и в телеграм-канале. У меня, например, есть определенный телеграм-канал, в который я выкладываю видео, люди заходят, смотрят и узнают больше обо мне, о компании через меня, да. Поэтому такое наверное, более доверительное отношение выстраивается больше через видеоформаты. На данный момент я являюсь директором, но, конечно же, мое большое желание — это стать старшим директором по продажам компании Mary Kay. Это моя мечта, и я к ней тоже двигаюсь. В этом плане у меня те материалы, которые я отправляю для прохождения онлайн-мастер-класса, я их также применяю и для привлечения своих новых бизнес-партнеров в свою команду. Как это происходит? Девушки заходят на мой YouTube-канал, смотрят мои видео, затем они обращаются ко мне через сайт, оставляют свои контакты, и уже я с ними связываюсь. Конечно же, в первую очередь они хотят стать бьюти-экспертом для себя. Никто не говорит, что я хочу сразу начать бизнес, поэтому мне кажется, это нормально. Никакой человек, который не знает, как это все устроено изнутри, не может говорить 100%, что я хочу там построить бизнес, пока он не узнает, да, внутри. Поэтому первое, конечно, это я всегда говорю, вы вначале станьте бьюти-экспертом для себя. Вот когда вы сами поймете, как это здорово такой качественной косметикой ухаживать, при этом экономить большую часть своего семейного бюджета на покупки косметики. И, конечно же, это обучение от компании. Да. Тут маркетинговая политика компании Mary Kay, она просто на высшем уровне. Я считаю, что компания с 60-летней историей может похвастаться вот именно такой мудрой, правильной, грамотной маркетинговой программой. Когда человек приходит и берет просто стартовый набор, здесь, конечно же, продукция с большой скидкой — это первое, что привлекает в основном девушек, но второе — это то, что у вас создается личный кабинет на официальном сайте компании Mary Kay, где целый огромный образовательный портал, в котором есть материалы, которые в других компаниях, в принципе, предоставляются платно и за большие деньги.
И вот девушки, которые немного, я им говорю про это в видео, и которые оставляют свои контакты, они уже знают, что купив стартовый набор, они получают какое-то вот такое вот, знаете, как бы окно, да, в другой мир. То есть для них открываются какие-то перспективы. Вот нужно говорить об этом, потому что девушки, женщины, они все разные, с разными навыками, с разными опытами, с разным темпераментом. И войдя в мир Mary Kay, они для себя будут открывать то, что им нравится, то, что им близко. Они будут идти в ту сторону, где их больше привлекает. Поэтому здесь нужно немного давать свободу, не надо говорить «делай то-то» или «это». Ну, я думаю, указывать здесь не очень хорошо работает. Здесь нужно понять, какой человек этот бизнес-партнер, какая она сама по себе в жизни, и исходя из этого просто искать с ней тот путь, те способы, которые ей будут близки. Если будут находиться люди, которым очень нравится вот именно развитие в онлайн-формате, если вы хорошо пользуетесь компьютером, смартфоном, если вы знаете все эти платформы, просто даже если вы о них слышали, это уже большой плюс для того, чтобы уже начинать. Просто начать с того, что вы покупаете стартовый набор, у вас открывается личный кабинет, в котором просто как вот в торговом центре открываете двери торгового центра, и у вас там и гастрономия, и одежда, и обувь, да, и развлекательные. И здесь то же самое. Здесь очень многофункциональный портал от компании Mary Kay, называется Mary Kay in Touch. Я сама очень долго изучала все материалы, и даже вместе со своими клиентами, когда они мне задавали какие-то вопросы, человек не может все знать, я могла чего-то, может быть, забыть или не знать, да. И, конечно, я же всегда говорю, что давайте вместе, я сейчас посмотрю, и мы вместе с вами это изучим, и мы вместе будем знать об этом. Я никогда не стесняюсь учиться вместе со своими клиентами, даже у некоторых клиентов, между прочим, училась, как правильно ухаживать за кожей. И это действительно партнерство, это действительно такая вот взаимосвязь на равных. И мне кажется, лучше этого ничего нету, когда человек знает, что здесь просто находится его коллега, а не какой-то наставник, который будет ему указывать, что делать, даже если он чего-то не хочет делать. Я думаю, это самый такой экологичный путь для того, чтобы набирать свою команду тех девушек, которым нравится то, чем вы занимаетесь. Своим ключевым консультантам, которые хотят так же, как и я, проводить онлайн-мастер-классы, я предоставляю материалы, записанные и мной, и компанией, чтобы в определенном порядке девушки отправляли своим потенциальным клиентам, а может быть даже и бизнес-партнерам. И таким образом такой сокращается путь до донесения информации до конечного клиента. У меня уже 2 ключевых консультанта, которые успешно работают, тут уже на протяжении года, сейчас уже 2-й год прошел, и теперь, конечно же, я работаю над тем, чтобы они становились моими директорами, моими дочерними директорами. В этом плане мы уже теперь втроем уже работаем, что нужно, что лучше работает. Теперь уже через них я узнаю, какие материалы лучше срабатывают, а где нужно, может быть, что-то поменять. Это такой большой процесс, который всегда движется, всегда изменяется в зависимости от того, что у нас меняется в мире, что у нас меняется в компании, меняется продукция, меняется маркетинговая политика. Все меняется, и мы должны быть гибкими, мы тоже должны, как говорится, держать нос по ветру и меняться вместе с окружающим миром. Никогда не нужно говорить, что я что-то знаю, и этого мне достаточно. Я до сих пор учусь, хотя я уже давно сама нахожусь на пенсии, но я до сих пор учусь, изучаю новые платформы, какие-то новые соцсети иногда появляются. У нас меняется и в платформах что-то меняется, да, и это тоже приходится изучать. И это интересно, этот процесс, он такой увлекательный, а когда ты еще видишь плоды, результаты своего труда, результаты своих действий, никогда не было у меня целью зарабатывать деньги. Я думала, что я буду пользоваться для себя, я буду хорошо выглядеть, красиво стареть, так скажем, и
У меня упор был именно на это. Но после того, как я начала именно проводить онлайн-консультации, ко мне начали приходить такие же девушки, как и я, которые тоже хотят так же красиво выглядеть, которые тоже хотят развиваться. И говорят же, хороший бизнес тот, который ты можешь делать, даже если тебе не платят за это деньги. Я долгие годы не получала комиссионных, я долгое время сидела после выполнения красного пиджака, не сдвигалась, как говорится, с этой точки. И какое-то время я тоже сидела долго на 12%. Но когда я уже поняла, что моя команда начинает работать, а мои девушки начинают заказывать, и когда я начала смотреть на цифры, что они уже подходят к тем цифрам, которые достойны директорского статуса, только тогда я подала заявление и выполнила программу за 3 месяца. И тем более приятно, когда тебе нравится процесс, а в результате ты получаешь сногсшибательный результат. Результат, о котором я даже не могла мечтать. У меня мой супруг оставил свою работу для того, чтобы помогать мне, потому что он видел, что у меня есть какие-то результаты вдохновляющие, есть какие-то действительно такой доход, который покрывает, конечно же, в разы ту зарплату, на которую он ходил каждый день на работу. И я очень рада, что мы сейчас развиваем такой семейный бизнес, подключаются мои родственники, мои подруги, мои коллеги. И это, между прочим, без навязывания. Я не составляла список 100, никогда им не звонила, никогда им не отправляла никаких приглашений. Это просто произошло тогда, когда я молча 6 лет развивала свой YouTube-канал, я развивала свой Инстаграм, развивала свой Фейсбук, я молча снимала эти видео, я сама с своей камерой разговаривала. И когда вот этот как снежный ком начал нарастать, и когда он начал показывать мне такие достижения, можем сейчас сказать, да, я делала директорскую программу, одновременно сделала маленького шмеля по привлечению, и тоже не могла ожидать, что это у меня будет выполнен такой шмель, потому что я, в принципе, была нацелена на директорскую программу. Мне и этого было бы достаточно. Но бонусом я получила еще маленький шмель. Это очень здорово, это очень вдохновляет, это меня очень заряжает. И я готова идти дальше и буду развивать и онлайн-мастер-классы, и онлайн-платформы. И хочу, чтобы в нашем ряду девушки прибавлялось больше таких девушек, которые стремятся к технологичным способам ведения своего бизнеса. Мой консультант, который сейчас работает в звездном режиме, конечно же, уже получив бриллиантового шмеля, уже начинает понимать, что можно тоже расти, можно, это не предел, как говорится, мечтаний, можно расти и увеличивать свой доход. И сейчас уже начинает задумываться о том, чтобы стать директором. Какие же мои способы, да, чтобы помочь моему будущему директору расти? Я могу предоставить свои материалы, могу запись своего онлайн-мастер-класса предоставить, предоставляю те сведения, которые нам дает компания, но я оставляю большую часть на ее усмотрение, потому что все мы разные. У каждого свой подход. Я, например, хорошо владею какими-то компьютерными технологиями, информационными технологиями, а кто-то, может быть, очень хорошо готовит вкусный чай или там какие-то угощения и очень хорошо организует какие-то такие вечеринки. Нужно искать в своем ключевом консультанте ее сильные черты, ее сильные навыки, узнавать, что ей больше нравится, да, это может быть вы в течение работы, общения, все равно это выясните, постоянно общаясь, она все равно будет что-то проскальзывать, говорить о себе что-то, да, и исходя из этого вы анализируете все это и, конечно же, составляете примерно, да, ее вот компетенцию. Вы примерно начинаете понимать, что ей будет ближе, и, конечно, предлагать. Не все
конечно же, могут, например, поставить камеру, там, записать или смонтировать тем более. Это все такие технические навыки. Но не это главное. Главное, чтобы у человека было желание. Главное, чтобы у человека была мечта. Вот эти вещи, они, наверное, незыблемые. У человека обязательно должна быть внутренняя мотивация. Когда у человека вы знаете про ее мечту, про ее желание, вы вокруг этого всегда строите свой разговор, чтобы она от этой мечты далеко не отходила и всегда это держала в своем фокусе. Не обязательно говорить, ты же хотела там бриллиантового шмеля. Надо просто говорить, посмотри, какой шмель красивый, да, как он будет у тебя красиво тоже на этом пиджаке, на лацкане пиджака смотреться. То есть такими тонкими, мне кажется, касаниями нужно человеку просто всегда направлять в его фокус. А то, что человек раскроется, когда он действительно сам замотивируется сильно, и уже тут вы не нужны будете, потому что у человека возникают крылья, и он сам несется к своей мечте. Тут вы просто помогаете, где-то поддерживаете, когда бывают спады какие-то. Тут, наверное, нужно быть немножечко подругой, да, таким верным другом, который знает, что человек обязательно сможет дойти до своей мечты. Вот в этом миссия любого наставника, любого директора. Технические моменты, им можно научиться. Если человек захочет, если им движет желание, им движет мечта, внутренний вот этот вот моторчик, то технические навыки даже человек, который никогда не изучал, он тоже этому может научиться. Может быть, не в том объеме, но в каких-то первоначальных базовых навыков он может достичь. В этом плане я очень радуюсь, когда мне задают определенные вопросы касательно моей работы, как я делаю видео, как я снимаю какие-то презентации, как составляю. Это же вроде бы все это под капотом, да, вот верхушка айсберга — это, конечно, мое видео на YouTube, а под капотом, конечно, там очень много большой работы, и поэтому здесь спешка не нужна. Нужно каждую функцию, каждый функционал тщательно отработать, делать. Пусть это будет первые разы у вас будет медленно все это получаться, да, у меня тоже так было. Но потом со временем у вас уже происходит прямо на автомате, вы уже машинально все это делаете лучше. И также ваши консультанты, они будут тоже снимать, но у них уже будет свой почерк, они будут по-другому делать какие-то, может быть, кто-то будет просто вертикальное видео снимать, кто-то будет горизонтальный, кто-то короткий, кто-то длинный. У каждого будет свой почерк, у каждого будет свой такой стиль, да, вот это наработать свой стиль, раскрыть человека, именно раскрыть человека, все его таланты, чтобы ему было кайфово, чтобы он наслаждался от своей работы, от своих результатов, вот чтобы это приносило ему большое удовольствие, чтобы он с наслаждением это делал. Тогда, я думаю, не будет этих выгораний, не будет отката назад, не будет вот этих вот каких-то срывов, да, психологических. Я думаю, что все должно быть гармонично, тихо, но самое главное не сбиваться с пути. Если цель намечена, к ней нужно идти. Пусть это будет быстро, где-то остановитесь медленнее, где-то чуть-чуть, может быть, даже в сторону уйдете, но заново возвращаетесь. Самое главное, чтобы вы фокусировку не теряли. И тогда, я думаю, все желания, которые у вас были на самом начале вашего пути, вы их обязательно достигнете. И, конечно же, буду очень рада, если вы достигнете даже результатов, о которых вы сейчас даже не можете мечтать, потому что вы сейчас находитесь на определенном уровне, да? Вы сейчас находитесь в точке А, вы даже не знаете, что в точке Б находится ваша мечта, и вы не можете предположить, что у вас по пути будут какие-то результаты, какие достижения вас ждут, какие интересные сюрпризы готовит вам компания Mary Kay. А компания Mary Kay всегда готовит очень приятные сюрпризы. И вот я недавно была на We Love Directors, меня просто поразил масштаб.
меня поразил уровень встречи, который проводит компания. Конечно, многие путешествуем, мы все ездим по туристическим каким-то поездкам, но то, что предоставляет компания, это всегда высший уровень, это всегда пятизвездочные отели, это всегда отличная программа, это всегда единомышленники. Поэтому те сюрпризы, которые мне предоставляла компания, вот ближайший год, пока я стала только молодым директором, но я уже начинаю понимать, в какой роскошной компании я оказалась. Что важно, когда мы работаем с CRM-системой? Здесь не только клиентская база, да, не только там можно сегментировать по каким-то признакам, да, можно сегментировать по возрасту, можно сегментировать по проживанию, по продукции, которые берут. Но здесь еще есть вот email рассылка, есть даже маркетинг рассылка, в принципе, который можно вот именно конкретно на какой-то определенный сегмент настраивать рекламу в Facebook и Instagram, ну, по-другому мета. Мы эту аудиторию привязываем к этой рекламной кампании, и именно точечно только на этот сегмент показывается реклама. Это, конечно, хорошо, когда вы объявляете какие-то акции, какие-то, может быть, у вас мероприятия, да, происходят. Если у вас вы открываете какое-то обучение онлайн, тоже хорошо сработает. В принципе, все находятся сейчас в основном в смартфонах. Мы в основном находимся в смартфонах с утра и пока не ляжем спать. Поэтому там и надо касаться ваших клиентов. И в этом плане именно CRM-система позволяет вам персонально каждому клиенту отправлять, и вы не забываете, что, о чем вы говорили, да, у вас вся история ваших взаимоотношений там сохраняется. Чем мне еще нравится CRM-система, да? Там есть возможность сделать свой какой-то лендинг. Допустим, вы, если намечаете какое-то мероприятие, вы настраиваете форму, помещаете ее на лендинг, и уже человек, который хочет туда попасть, заполняет данные, и ваши контакты все падают вам. Очень хороша CRM-система и портал корпоративный, да, такой портал, которым я пользуюсь, тем, что я могу работать именно со своими бизнес-партнерами. То есть, допустим, у меня есть задача провести какое-то мероприятие, я ставлю себе задачу и ставлю туда исполнителей. Могу исполнителей поставить своих бизнес-партнеров. Сама могу быть наблюдателем. То есть там может быть у нас целая коллаборация в этой задаче. Внутри этой задачи у нас происходят даже видеозвонки. Представляете, как это здорово, когда все комментарии, все какие-то видеозвонки, все какие-то файлы, которые туда отправляют ваши бизнес-партнеры, они остаются только в рамках этой задачи. То есть вы никогда не спутаете, куда это прислала мне сообщение тот или иной партнер, для чего, что она комментировала, какую там таблицу отправила, потому что она будет отправлять именно в ту задачу, которую вы вместе все решаете, над решением которой вы трудитесь командно. Есть мобильное приложение, к этим CRM-системам всегда есть десктоп-приложение, есть мобильное приложение, и те, люди находятся, например, в поле, что называется, работают, они могут прямо с телефона с вами созвониться, обсудить какие-то детали какой-то задачи, и таким образом все у вас будет вовремя все решено. В последнее время там начала появляться еще на этой платформе сквозная аналитика. Это вообще интересная вещь для тех людей, которые любят анализировать свою работу. Ту работу, которую они уже провели. Допустим, я уже работаю лет 6 в этой CRM-системе, и у меня уже накопилась, конечно же, определенная база данных и по продажам, и по клиентам, и по каким-то своим там наработкам, да, даже просто файлы, там есть диск специальное, хранилище дисковое. И вот когда вы все это туда сложили, все эти свои данные, вы оттуда уже можете получить аналитические данные. Какого рода? Недавно я вытащила такой отчет, в котором было видно прямо какую продукцию, сколько я продала наборов репе, сколько я продала волшебных наборов, сколько я продала ароматов. Для меня это было такое открытие, вы знаете, я даже сама не представляла, какой объем работы я сделала. За эти 6 лет все эти сведения туда складывались
накапливались, и теперь у меня есть определенный такой, знаете, в любом разрезе. Могу посмотреть по консультантам, какой консультант что заказывал, какой клиент у меня что брал, в каких регионах у меня больше продаж, да, где у меня выручка больше. Ну и, конечно, самое для меня ценное — это какую продукцию, из какой категории я больше всего продаю. Это для меня почему стало открытием, потому что это дает сразу вам такое, знаете, направление для развития своего бизнеса в то или иное направление. Вы уже начинаете даже планировать, из чего у вас должен состоять мини-склад. Или, например, мини-склад своего консультанта. У вас может быть там несколько складов. Есть такое понятие, как складской учет. Это там тоже работает. Там есть каталог товаров, там есть эти инструменты для того, чтобы вы понимали, сколько вы продаете. Потому что я не думаю, что, да, конечно, можно в карточке клиента записать, что он купил, когда купил, но вы попробуйте в этом бумажном варианте просчитать, сколько, чего и на какую сумму, да, и за какой период. То есть здесь аналитика помогает очень быстро анализировать, делать срез такой, да, и по продукции, и по периоду, и по консультантам, и по клиентам. То есть здесь вы можете смотреть в разных, как говорится, направлениях. Вот это дает вам возможность принимать правильные бизнес-решения. Это, я считаю, одно из главных, что вообще в любом бизнесе это очень важно. Правильно выстроить свою стратегию, опираясь на вот эту сквозную аналитику. Были такие случаи, когда, например, консультант, ввиду того, что есть у него основная работа, конечно, это время нужно, да, чтобы свои каждую карточку заполнить, потому что любое действие, которое вы делаете, вы должны там тоже это все дублировать или производить именно там, да. Только тогда, когда ваши сведения будут там находиться в CRM-системе, тогда только можно будет получить оттуда какие-то данные. И вот когда недавно я вот эти аналитические отчеты вытаскивала, по определенному моему бизнес-партнеру, консультанту, не было данных. Почему? Потому что некоторые вещи туда записывались просто в тетрадке или в телефоне, а в CRM-систему не занеслись. И вот уже человек сделал вывод, говорит: Мадина, вы же получили такой прекрасный отчет по своим клиентам, почему же я по своим клиентам такой не получаю? Вот из этого, конечно же, человек уже делает вывод, что обязательно это нужно вначале данные туда вводить для того, чтобы уже получить выходные данные. Это работает как банк, да, если так простыми словами. Если вы в банк положили на депозит какие-то деньги, вы оттуда процент имеете. Если не положили, то, естественно, нет. Да? То есть всегда нужно обязательно, если взялся за развитие своей базы данных, то это нужно делать постоянно, не забывать и каждую покупку все там отмечать. Есть консультанты, которые продают, но забывают записывать это в карточку, в профиль клиента, да, карточку клиента, где-то что-то в чатах, в мессенджерах у нее остается, и цена, и что продала. Конечно же, это все в чатах остается, но по итогу никаких таких обобщающих данных у нее в руках нету. То есть нету вот этого анализа, что она сделала. Даже человеку очень тяжело подсчитать, насколько в месяц она продала. Вот до такой, конечно, степени не нужно доходить, обязательно все это нужно фиксировать. Может быть, в тетради кому-то удобно, но для того, чтобы вести потом поиск по записям в тетради, я думаю, вы просто себе можете представить, да, насколько это сложно и насколько это долго. Лучше сразу вносить в определенную платформу, которая сама запоминает все и уже на выходе даст вам готовый результат. Я думаю, это сейчас просто must-have для любого бизнесмена, тем более для людей, вот как бьюти-эксперты, которые продают очень много и очень разные товары, делаем какие-то подарки. Это, конечно же, нужно фиксировать, чтобы в следующий раз хотя бы не подарить тот же подарок, который вы уже дарили. Работая в своей CRM-системе, я захожу в определенный личный кабинет и уже оттуда общаюсь с клиентами, которые приходят
могут приходить из Telegram, из Instagram Директ, и просто комментарии писать. Могут прийти с YouTube, они приходят с разных каналов, но они у меня аккумулируются в контакт-центре, и я работаю с ними из одного окна. Я с ними веду диалог в чате в одном, то есть мне не важно, откуда пришел человек. Я работаю всего лишь в одной системе, в одной платформе. Я не захожу отдельно в Instagram, я не захожу отдельно в Telegram. В этом плане вот это вот сервис предоставляю из одного окна. Это вот получается как мини-цон, да? То есть мы общаемся в одной программе и в разные каналы. И, конечно же, я сама на себе испытала, насколько это действенная система, насколько она мне помогает, разгружает меня. У меня даже просто элементарно я не боюсь чего-то забыть, потому что у меня есть напоминалки, задачи, которые постоянно мне что-то напоминают, и я уже не нервничаю, я себя веду спокойно, потому что я знаю, что у меня есть CRM-система, которая мне напомнит о моих важных делах, о тех событиях, которые предстоят сегодня, да, они сразу мне утром выдают весь список тех дел, которые мне нужно предстоит сегодня сделать. В этом плане это просто вы выгружаете какую-то часть забот на CRM-систему, и она уже заботится о том, чтобы вы не забыли. Это очень помогает в работе. Я вам всем желаю осваивать новые технологии, осваивать CRM-системы, делать свою жизнь намного легче, если для этого есть уже готовые инструменты. И для этого не нужно быть программистом, для этого нужно быть просто хорошим бизнесменом.